Пожалуйста. Редактировал план создания Советского Союза. Только пространно предсказуемо, уже для федерологии. Озат, сделай меня организатором, пожалуйста. Лейля, подожди, сейчас YouTube сделаю и сделаю. Что-нибудь объяснял? Не бери. Лейля, не могу найти тебя. Вот я тут. Все. Лейля деген. Сейчас. Все, организатор. Так, сейчас я выключу звук. Так, друзья, через 2 минуты начинаем Zoom. В машине, что ли, сидите? Да. Я ребенка отвезла в кружок. Так, у нас тут сейчас в данный момент 86 менеджеров. Пока добавляются немножко. Сейчас 1 минут подождем и начнем, Алабирса. Пока все добавляются. Ага. Так. Так, друзья, давайте начнем. Добрый вечер всем, дорогие наши менеджеры. Мы начинаем наш продуктовый Zoom. Прошу всех, пожалуйста, включить видео и, конечно же, приготовить ручки, тетради, чтобы все записывать, да. В данный момент у нас смотрят здесь 87 менеджеров, и у нас еще в данный момент идет на YouTube прямая трансляция. Кто не может зайти, можете, пожалуйста, зайти на YouTube. Сегодня на наш продуктовый Zoom мы позвали врача, который уже сама долгие годы пользуется нашими продуктами. Это наш любимый врач, врач-терапевт с 40-летним опытом Наиля Мифтихановна Бахтиярова. Она сегодня расскажет, откроет нам, будет рассказать о новых продуктах для здоровья. Поэтому все внимательно слушаем и все записываем, ладно? Ага, Наиля Мифтихановна, вы здесь? Я здесь. Вам слово. Надо, чтобы меня... Смотрите, что-то не видно. Я вас вижу. Я вас вижу. Хорошо. Мне надо лицо видеть. Я как-то так не люблю говорить в пустоту. Ага. Значит, смотрите, вам вы можете... прислали вот эту схему, нет? Вот после зума я отправлю всем в чатах. Ну, короче говоря, я хочу немножечко более понятно, что ли, объяснить.
у нас сейчас мы в таком, ну, все есть для того, чтобы наш мозг работал. Когда человек, даже пусть он будет красивый и такой молодой, если у него башка не работает, с ним не так интересно. Согласны со мной? Вот. И тем более в возрасте надо обязательно, чтобы надольше сохранить наши способности, внимание, память хорошая. И от стрессов, и от нарушений, вот то, что в мозгу происходит при стрессах, мы, значит, болеем, начинаем болеть. Вот. Ну, после этого самого ковида очень многие пострадали именно вот с этой памятью. Я знаю профессоров, которые не могут сейчас даже работать. А у нас для этого все есть. Значит, как у нас происходит работа в головном мозге? Я просто вот так вот, у нас на все звенья есть. Значит, в виде вот такой цепочки у нас есть ДНК. У каждого человека свое ДНК. Несмотря на то, что мы пьем одно и то же лекарство, ДНК у всех разные. Потому что, значит, много, вот для того, чтобы образовались нервные клетки, клетки мозга, нам нужен ДНК, и нам нужны РНК, который командует образованием белка вот самой клетки, да, и, значит, нужны пептиды. У нас есть для этого пептиды IQ. В них есть и сами вот эти короткие цепочки пептидов, их очень много заложено вот в этом, ну, как сказать, продукте. И каждый выбирает тот свой пептид, который ему нужен, и строит клетки свои. Дальше клетки, нервные клетки в мозгу, они между собой соединяются, вот эти связи, что-то он запомнил, передал другому и так далее. Таким образом у нас образовывается память, таким образом мы развиваемся, у нас ну, внимание, в общем, все когнитивные способности. Вот, значит, у нас есть пептиды, а для того, чтобы было вот это РНК, которое соединяется с этими пептидами, у нас для этого есть... Какой препарат у нас есть для этого? У нас для этого есть, сейчас я вам скажу, этот, сейчас, для РНК. Сейчас. Для того, чтобы вот эти были пептиды, есть у нас, значит, 5, так, сейчас. У нас есть метабрейн. Значит, он улучшает вот это РНК, который дает информацию и получает информацию из ДНК, и начинает образовываться клетки. Также влияет на вот эти передачу между клетками. Клетка у нас состоит не только из вот такой вот этой самой белковой субстрата, но еще и из мембран. Для того, чтобы были мембраны, у нас образовываются из нашей омеги-3. И внутри серое вещество мозга, то есть вот чем мы мыслим, оно тоже из нашей омеги-3. То есть для того, чтобы голова работала хорошо, мы должны каждое утро пить омегу-3. Вот. Теперь, значит, между клетками у нас информация проходит, и должен быть баланс торможения и возбуждения. Если будет что-то, дисбаланс будет, чего-то больше, чего-то меньше, то у нас не так передается информация, и ну, испытываем мы большой стресс, неврозы начинаются и все такое. Вот на этот баланс у нас оказывает влияние вот это вот лайфран. Там есть хромпикалинат, вот он на это влияет и передает информацию и создает баланс. Также хромпикалинат у нас есть в нашем этом самом в смарте. Вот. Теперь, значит, для того, чтобы вот дальше идет передача к сосудам, чтобы сосуды были хорошие,
нужны витамины группы В, витамин ПП. Он у нас во всех этих новых препаратах и вообще и в старых у нас везде витамин ПП и В6 есть. Значит, туда влияет метабрейн. Что такое метабрейн? Метабрейн – это нейропротектор. В его состав входит холин. Вот я занималась когда наукой, как раз определял этот холин. Мы кормили кроликов холестерином, вызывали у них атеросклероз, потом их лечили, потом определяли этот холин. То есть он влияет на вот эти клеточные мембраны, защищает их от этого самого, лецитин, который входит у нас, теперь холин и в питании. Лецитин у нас есть еще в этом самом, в 5 лецитин у нас тоже влияет на вот этот, на мозг. Поэтому очень важно. Теперь, значит, дальше, когда клетки передают всю эту информацию, мы обучаемся, у нас развивается память, что у нас на это влияет, чтобы было вот это было все хорошо. Значит, нам нужно изначально, еще раз повторяю, омега-3, пептиды и метабрейн. Значит, также сюда входит лайфран для того, чтобы и питание, чтобы баланс был. Значит, что входит в метабрейн? Туда входит, вот как я сказала, холин. Потом туда входит поликазанол. Это такое вещество, которое даже рассасывает бляшки атеросклеротические, те, которые еще не закрылись кальцием. Растворяет, убирает свежие тромбы, то есть очень хорошо сосуды, потому что мозг питается сосудами, очень хорошо кровоснабжен, и если там развивается атеросклероз, то у нас возникает цереброваскулярная болезнь, и возникает головокружение, головные боли, нарушение памяти, внимания, обучаемости. Вот метабрейн, значит, в нем есть вот холин, уридин, который отвечает за вот это РНК, потом поликазанол, который влияет на сосуды, да, значит, витамин В1, В2, В6, ПП и генипа. Значит, генипа то же самое, таким же образом влияет на вот на сосуды, на информацию. Все вместе, этот метабрейн, он с одной стороны нас успокаивает, а с другой стороны, он у нас дает, чтобы мы хорошо воспринимали информацию. Какие показания к тому, чтобы мы принимали метабрейн? Это депрессия. При депрессии надо принимать по одной штуке 2 раза в день, утром, вечером. Может быть, 1 месяц, может 2, может 3. Стрессы, для того, чтобы это самое предохранить. Теперь цереброваскулярная болезнь или хроническая ишемия мозга, показания. Значит, показания сахарный диабет 2 типа, потому что там есть генипа, который снижает сахар и профилактирует, даже профилактирует сахарный диабет 2 типа. Мало того, вот этот холин, который у нас есть в питании, который есть здесь, он разжижает желчь. Если у вас в роду есть желчекаменная болезнь, то вам показан метабрейн для того, чтобы камни у вас не образовывались. Таким образом, значит, у нас вот этот метабрейн, он является нейропротектором, улучшает когнитивные свойства, повышает синтез клеточных мембран, стабильность их и обмен в нервной ткани, снижает липопротеиды низкой плотности, и, что самое важное, повышает омегу, вот который у нас высокой плотности, снимает депрессию, профилактирует желчекаменную болезнь, улучшает состояние центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы, рассасывает тромбы и бляшки, улучшает качество восприятия, память их, влияет на сон, потому что сон у нас должен быть нормальный. Для этого у нас должны быть правильные биоритмы. Вот на биоритмы у нас влияет новый совершенно препарат нейромедиум. Он восстанавливает, я вот его начала пить, он дает ровно 8 часов сна.
Вот понимаете, прям 8 часов стукнуло, и вы просыпаетесь. А если вы просыпаетесь раньше, никак не можете проснуться. Шикарная вещь. Он является, значит, нейромедиатором. Что состав в нейромедиуме? Основной там гамма-аминомасляная кислота. Это такая гамма-аминомасляная кислота, она вот во всех обменах нервных клеток везде участвует. Очень такой ценный и важный, важной составляющей. Мало того, она связана с кожей. И вот есть работы, что она помогает при, значит, витилиго. Также вот эта гамма-аминомасляная кислота, она связана с мелатонином, вот за счет чего на витилиго может повлиять. А мелатонин – это гормон сна. То есть вот когда мы принимаем нейромедиатор, нейромедиум, мы хорошо засыпаем. Мало того, там есть еще элтианин, который у нас дает ясность ума и при этом не дает, сохраняет спокойствие. Он не вызывает возбудимости, снимает тревожность, способствует расслаблению центральной нервной системы, хорошему сну. Значит, и влияет вот он на мелатонин, на образование мелатонина. И, значит, там еще экстракт лаванды, который оказывает такое легкое седативное свойство, как бром, да, и улучшает мозговое кровообращение. И также витамин ПП, В2 и В6 для того, чтобы у нас вот были крепкие сосуды. Значит, вот это у нас для сна. Значит, что у нас еще есть? Это 5-HTP. Значит, что хочу сказать. Вот гормон счастья, значит, у нас образовывается из серотонина, из триптофана, и серотонин, и гормон счастья. Он сам, это самое, серотонин вырабатывает. Серотонин – это и есть гормон счастья. Он наполовину туда, а наполовину на гормон сна. Поэтому вот осенью у нас темно, мы больше спим, и у нас возникает депрессия. Поэтому осенью обязательно надо, для того, чтобы у вас было хорошее настроение, добавлять 5-HTP. Что вот туда входит 2 вида L-триптофана, из которых образуется гормон счастья. Там же есть лецитин, который влияет, как я уже сказал, на сосуды и на желчекаменную болезнь. И экстракт шафрана, который, значит, влияет на когнитивные свойства, снимает тревожность, профилактирует старение мозга. Вот эти старение когнитивных свойств, да. Значит, и еще он контролирует массу тела, то есть не дает вам набрать лишний вес. Вот. И является профилактикой деменции. Таким образом, 5-HTP у нас влияет из вот этой таблицы на образование вот мелатонина, влияет, повышает, и на передачу между, значит, на сосуды мозга и на передачу импульсов из одной клетки в другую. Теперь про лайфран я уже сказал, да? Лайфран у нас, значит, туда входит гинкобилоба, который улучшает память, L-карнитин, который спасает наши сосуды, профилактирует деменцию и болезнь Альцгеймера, и хромпекилинат, который контролирует процессы торможения и возбуждения. Я, когда работала в стационаре, у нас, когда ложились старички, у них вот это нарушался, дисбаланс получался, им всем подряд психиатры назначали хромпекилинат. Я еще тогда думаю, зачем нужен этот хромпекилинат? И вот тогда я с психиатром поговорила, а потом уже с биотехнологом, и он сказал, что он везде входит, вот этот хромпекилинат, в нервной системе. И поэтому, значит, там дают большие дозы пожилым людям. Здесь у нас не так много хромпекилинат, но есть, бывают, очень возбудимые дети, которые там и прыгают, бегают, никак не могут начать заниматься. Им тоже хорошо этот лайфран. Теперь, значит, как мы восстанавливаем наш биоритм?
Для того, чтобы все было нормально, мы отдохнули, восстановились, нам нужен правильный биоритм. На него влияет нейромедиум, то есть он дает сон, и морской магний. Причем морской магний надо пить часов в 8 вечера. Вы уже начинаете успокаиваться, он вот как раз идет к образованию вот этого, способствует образованию вот этого мелатонина, гормона сна. Потом мы добавляем, значит, этот самый нейромедиум, чуть позже, часов 9-10, и спокойно засыпаем и спим 8 часов. Вот. И утром просыпаемся бодрые, здоровые и с, ну, таким хорошей работой мозга. Если нам очень этого не хватает, ну, все равно вот мы пьем, а все равно со сном бывают проблемы, тогда вы можете добавить, пока есть у нас антистресс, там есть мелиса, там есть теобромиды из этой самой, из калифорнийского мака, там есть какао, который тоже, там есть магний в какао, и он тоже дает, вот это, добавляет это к морскому магнию, и пассифлоры. И вы засыпаете. И на ночь можно пить чай, наш любимый, валерий. И сюда же входит, очень хорошо со всем этим сочетается биотюнинг. Что такое биотюнинг? Это адаптоген. Вот мы сейчас разбирали базы, то есть базой является у нас омега, у нас является этот самый смарт, есть в нем витамины, белок есть, да, значит, у нас есть пептиды, у нас есть уридин из метабрейна, мы все образовали, мозговые клетки информацию передаем, а потом нам надо успокоиться. Для того, чтобы мы успокоились, мы пьем морской магний, мы пьем 5-HTP, мы пьем метабрейн и это самый нейромедиум. И биотюнинг. В биотюнинге тоже очень свыше 200 активных веществ. И, значит, там есть много микроэлементов, витаминов. И там есть ростовые факторы для восстановления сосудов. Потому что без сосудов, ну, вот не работает все это. Понимаете, вот есть ноопепт в аптеке. Это тоже, ну, как бы пептиды для мозга. Но там вот они с сосудами не связаны. И вот я не знаю, вы пили или нет, я пробовал ноопеп, эффекта такого нет, как от наших пептидов. Потому что у нас там пептид сосудистый для восстановления сосудов и плюс масса аминокислот, которые входят в эти клетки, вот в эту информацию передают. И получается, что у нас мы абсолютно безвредно, природными свойствами, мы сохраняем наши ментальные способности, наши когнитивные способности, способность мыслить, хорошее настроение, активность, бодрость, долголетие. Вот эти, еще что хочу сказать, что вот эти новые препараты, вот как нейромедиум, да, это 5-HTP, и этот самый метабрейн, они липосомальные. Что значит липосомальные? То есть все вот это содержимое, которое там есть, это, кстати, только в нашей компании могут в одну оболочку включить несколько веществ уникальные, да? Вот они в липосомальную оболочку из омеги-3 заключены. И когда эта клетка подходит, допустим, ну, к мозгу, да, или там куда положено на зрение, там еще что-то, вот, то организм наш думает, что это его клетка, и он его пропускает. И все содержимое до 98-99% входит в клетку. А если вы будете принимать антидепрессанты, всякие успокаивающие, они все разрушают мозг. Еще у них столько побочки, влияют на зрение. Я вот сделала в молодом возрасте, потому что пила антидепрессанты, я удалил оба хрусталика. Понимаете? И главное, нигде не было написано, только в одной упаковке я нашла мелким шрифтом написано, что влияет на зрение. Вот, когда уже я сделала операцию. Таким образом, понимаете, а мы здесь имеем такую возможность, и она абсолютно безвредная, можно пить и детям, и пожилым людям. Пожилые люди,
на аптечные вот эти вот химию, они реагируют совершенно по-другому. Ты хочешь его успокаивать, а он начинает беситься. Ты даешь ему для сна, а он, наоборот, не спит. Даешь ему кофе, чай, с которой молодежь бодрость имеет, они с этого засыпают, потому что улучшается кровоснабжение мозга от кофеина. Поэтому у нас просто в руках, ну, я не знаю, оружие, можно сказать, такое, направленное на... Вот я считаю, что невропатологи это просто вот для них, вот прям для них все сделали невропатологи и все те самые, ну не психиатры, даже психиатры, вот, которые со стариками работают, там психиатры, вот для них это все прям наше вот это вот. Детям, ну, конечно, в год, и в 2, и в 3 вы не дадите это, а вот школьникам уже можно давать. Особенно, когда вот сейчас третья четверть, интенсивные, конец года, и ЕГЭ они сдают. Пожалуйста, покупайте им пептиды, покупайте им лайфран, покупайте им, давайте им, значит, чтобы они спали хорошо, нормально. Я своему внуку даю и нейромедиум даю, и этот самый, и лайфран даю, и пептиды даю. Вот. Ну, в общем, всей этой продукцией мы пользуемся для того, чтобы у них было, ну, равновесие в нервной системе. И потом развитие, им же сколько надо запомнить, с чему надо только обучиться. То есть вот для того, чтобы вот это все воспринял ребенок, очень хорошо. У нас в нашей структуре покупают детям. И на 3, вот по 3 сразу покупают, по 3 IQ. Вот, и эти-то у нас пока, слава богу, свободно есть. Вот просто люди не знают об этом, о том, что у нас такое. И дозировки у нас там небольшие, то есть они можно и детям давать, и старикам можно давать. Если вам, лично взрослому человеку, маловато, ну, лет в 40-50, вы можете увеличить дозу. Да, в 2 раза, совершенно спокойно. А когда вы принимаете аптечные лекарства, у них, я говорю, очень много побочки, потом с них очень тяжело сходить, ты начинаешь бояться. Вот. Они, конечно, успокаивают, снимают тревожность, но мы можем с него всеми нашими, они все, вот эти все 3, они направлены на снятие тревожности, на снятие стресса, на питание сосудов, на рассасывание и профилактику атеросклеротических бляшек, тромбов, чтобы было улучшено питание. И сама мозговая ткань, вот эти все отростки очень хорошо передавали информацию. Вам все понятно? Да, все понятно. Задавайте вопросы, я все уложилась. Вот, вы вот эту схему перешлите. Ну, это, как сказать, во-первых, больным можно показывать, кто покупателям вашим, клиентам, что вот у нас все вот это разобрано. А во-вторых, значит, у нас есть медики в структуре, если у вас есть, для них это более понятно. Конечно, я не очень хорошо сфотографировал, ну, так-то темновато. У нас прям разобрали, мы сидели, разбирали очень много, в нашей структуре целое занятие было. Кому что непонятно? Ага. Наиля Мсихановна, тут задают вопросы. Пептиды Да, какие даете? пептиды IQ для мозга. Ага. Еще вопрос. От тремора рук что можно предложить? Тремор рук у нас возникает при, значит, болезни Паркинсона. Надо выяснить причину, от чего бывает тремор. Иногда бывает при эпилепсиях, то есть после травм черепно-мозговых и с нервной системой связано. Ну, вся вот эта наша группа, она не противопоказана. Мало того, есть у нас такие случаи, когда бабушка там вот вся тряслась, ходила, посидела 3-4 раза в день, пила наши коктейли, и потом у нее это все кончилось. То есть это очень хорошо. Вся вот эта группа для тремора рук хорошо.
Мгм. Еще вопрос. При мочекаменной болезни что можно порекомендовать клиенту? При мочекаменной болезни, смотрите, смотря какие камни. Если камни ураты, они легко выходят, и небольшие камни, то вы можете давать чай водолей и плюс еще третий детокс. Вот. Если камни большие, их лучше не Мгм. трогать. Вот. Вы можете, чтобы они не росли, попробовать детокс третий сначала по одной капсуле 2 раза в день, если все нормально, по 2 раза. Вот. А чай водолей не надо пить, а только пить наоборот джентльмен. Вот. При крупных камнях, особенно коралловые камни, их трогать нельзя. И соблюдать диету. Если кальцинаты, значит, поменьше кушать кальция, да? Если там, ну, вот эти всякие солености, потом вот эту родниковую воду, ради бога, все пьют родниковую воду, а у Мгм. нас в Татарстане я с этим столкнулась, я Мгм. в деревне выезжала даже, у всех почечно-каменная болезнь. Потому что, Мгм. во-первых, пьют водку, закусывают соленым огурцом. Ага. Во-вторых, значит, пьют вот эту родниковую воду. Я привезла, мы тоже сами пили эту родниковую воду, привезли домой как-то и не сразу выпили вот этой в бутылке. Там, знаете, полбутылки осадка. Представляете, это все Да. садится в эти. Поэтому, если пьете воду, извините меня, из нашей бутылочки, она там все очистит. Вот. Поэтому вот тут у нас только вот это, значит, диета, детокс и вот этот чай, этот самый водолей, если Водолей. ураты и мелкие камешки, такие уратные, легкие, а большие камни лучше их не трогать. Нет, Мгм. сам. Там выводит их очень легко, камни-то. Выпьешь водки, пойдешь в баню и выпьешь чай Ливерпуль, потом выйдешь, попрыгаешь в снег, еще раз попрыгаешь, и у вас обязательно выйдет. Будете пиво в бане пить или сухое вино, эффект точно такой же. Так что вы можете стронуть. У меня были такие случаи, когда люди от кашля пили сухое вино Мгм. горячее, и у них начали выходить камни из почек. Вот так. Мгм. Так, тут еще вопросы. Все 3 продукции за раз можно пить? Да, можно пить за раз. Вы можете, смотрите, если у вас, ну, просто со сном небольшие проблемы, вы можете пить просто магний и, значит, нейромедиум, и все. Если вы хотите улучшить качество работы мозга, если вы Мгм. нервничаете, тогда вы добавляете, значит, и метабрейн, и 5-HTP добавляете. Но смотрите, если сначала начинаете все это пить вечером, вот. Если этого достаточно, останавливайтесь на вечерней дозе. Если маловато, пьете еще утром, потому что когда вы пьете утром, у вас будет активация работы мозга, но без возбуждения. Пьете, Мгм. значит, утром и пьете вечером. Если и этого мало, вы можете, значит, там, допустим, вечером 2 выпить, а утром 1. Вот так. Но не детям, конечно, а нормальному среднего возраста. Пожилым тоже по 1 или по 2 только, не больше. Мгм. Курс, продолжительность пить, Курс, сколько я вам времени? говорю, сначала выпить, там вообще в инструкции написано месяц пить. Мгм. Вы Мгм. выпейте месяц и посмотрите. Если у вас все, как говорится, нормализовалось, вы можете сделать перерыв. А если у вас уже там, допустим, депрессия, какие-то изменения когнитивные, то, конечно, вам надо пить подольше, месяца 3. Вот. Мгм. Так, После сколько? там, после этих самых инфекций, даже ведь грипп дает осложнение на мозг еще, и эти самые ковид, после ковида надо подольше попить. Да. А можно ли вывести слизь из желудка? Слизь? Мгм. А что за слизь?
Рвота Мгм. слизью, что ли? Можно ли вывести слизь из желудка, написали. Ну, я не знаю, что за слизь в желудке. В желудке Так, должен быть конкретно желудочный напишите. сок. Девочки, конкретно напишите, ладно, что за слизь. При инфаркте что можно давать? При инфаркте, значит, ну, во-первых, давать можно биотюнинг. Его можно давать абсолютно всем. Биотюнинг. Потом, значит, обязательно надо давать магний вечером при инфаркте. Значит, кардиоформул у нас, к сожалению, сейчас нет. Возможно, этот самый, вот метабрейн, потому что там при инфаркте повышается сахар, а как Мгм. раз там очень хорошо и нервная система восстанавливается, да, вот чтобы Мгм. стресс вот этот снять. И, значит, это самое, вот у нас на сахар влияет очень хорошо метабрейн. Вот так, да, это самый при инфаркте. Потом у нас был пептид омега-9, я не знаю, сейчас он есть или нет, его можно давать при инфаркте. Мгм. Так, еще вопрос. Полип желчного пузыря, что можно? Ничего, полип желчного пузыря, ничего не будет. В рак он не переходит, не волнуйтесь. Там такая среда, э, все раковые клетки сожрет. Ничего не будет, просто наблюдение. Если он будет начнет расти, там, тогда уже удалят вместе с желчным пузырем. Но я его не знаю ни одного случая. Он как был, так Мгм. и был. Ага. Еще вопрос. Так, сейчас, подожди. Много желчи в желудке. Опять написали. Но если много желчи в желудке, значит, надо нормализовать работу желчного пузыря. Во-первых, вот у нас есть метабрейн, который влияет на саму желчь, да. Потом обязательно детокс, полный курс детокса, значит, пропьете, потом переходите на Ливерпуль. Пусть вся эта желчь уйдет, нормализуются двигательные функции. И 2 недели пьете Ливерпуль и снова детокс, второй уже только. Вот, и, ну, и потом можете какое-то долгое время пить Ливерпуль, там месяц, два, три. Все должно быть нормально. И самое главное, вы как есть надо в определенное Мгм. время и не нервничать, понимаете? Вот у нас, получается, люди едят 1 раз в день и хотят, чтобы у них не было Мгм. камней, и вот это все, нарушений не было. А надо питаться так, как в нашем проекте питаемся, и все будет хорошо. Мгм. Еще вопрос. Еще два вопроса. А, Инфаркт у мужчины 81 год, атеросклероз и проблемы с сосудами. Падает головокружение, как встает. Что можно порекомендовать? Ну вот ему, во-первых, вот этот нейромедиум вечером, он очень хорошо снимает головокружение. Омега-3 Мгм. обязательно. Потом, значит, вот этот метабрейн тоже. Вот. И биотюнинг. Мгм. Я тут тоже записываю. Так, еще один вопрос. Здравствуйте. Мужчине 84 года. Язва, говорит, запор сильный, препараты не помогают. Так, препараты не Запор помогают. сильный и язва? Или только запор сильный? Язва, говорит, запор сильный, препараты не помогают. Узнал, что мой свекр пьет люкс. Просит, чтобы я ему привезла. Люкс ему можно дать? Люкс можно. Вы ему знаете, что дайте? Этот софт-сорб. 6 месяцев пусть Ага. попьет. Софт-сорб и люкс. И 1 раз пусть пропьет детокс. Угу. И Так, все. еще один только вопрос, и все. Клиент спрашивает, укрепить сосуды после травм. Вот, Ага. пожалуйста, все, что я сегодня рассказала, все Ага. туда пойдет.
После травмы, Мгм. они же прям прекрасно после травм. И этот и нейромедиум, прям восстановление. И вот эти пептиды. У меня у самой была черепно-мозговая травма тяжелейшая, с кровоизлиянием. Вот даже после инсульта восстанавливается вот это все. Вот эти все наши препараты. Абсолютно все. И пептиды, и омега-3, и метабрей, и магний, и нейромедиум. Все туда идет. Шикарное будет восстановление. Так, все, вопросы все задали вам, Наиля Имтихановна. Друзья, вы, наверное, все записывали. Вот я тут в машине сижу, да, и все записываю. Тоже очень интересно. Надеюсь, все поняли, да? Если будут вопросы, если что, в чате задавайте. Наиля Мифтихановна, большое спасибо вам огромное. Ну, тема очень сложная, но очень интересная. Вы Да, понимаете, да, компания вот задумалась, как нам помочь, потому что сейчас, особенно война идет, и, понимаете, да, очень важно состояние нервной системы, головы. Ведь, понимаете, если ты не будешь соображать, будешь такой весь озлобленный, злой и все такое прочее, и спать не будешь, то и болезни появятся. Это прямо очень важно. Они все да. сделали. Тут вам пишут все знак благодарности. Спасибо вам большое. Пожалуйста, на здоровье. По-моему, все, да, у нас? Друзья, на этом все у нас Zoom заканчивается. Наиля Мифтихановна, огромное большое спасибо вам. Вообще такую информацию дали. На самом деле, этот продукт такой тяжелый нам, конечно, а вы прям все по полочкам рассказали нам. Спасибо вам А вот большое. А еще вот эту схему, пусть все тему, возьмут да, схему. вот эту тему Ее, я когда отправлю. увеличишь, там, наверное, видно, что на что я там стрелками показал, какой препарат куда влияет. Но я говорю, Мгм, что я такого вот не видела. Вы представляете, я когда первую травму получила, ничего мгм, не было ни в аптеках, ничего. Я восстанавливалась вот этими отдельными аминокислотами и травами. У мгм, меня памяти не было вообще. И вот, слава богу, что не было вот этих препаратов. Представляете? мгм. Я полностью восстановилась. Вот. И живу я все время вот себе профилактические такие курсы провожу. Это здорово. Вот мне 75 будет в мае. У меня вообще память, голова варит. Тьфу-тьфу-тьфу, вам 70 не дадим вам. Спасибо вам Вот. большое. Ладно. Все, по-моему, да. Спасибо вам большое. На этом все. До встречи, Лабиса. Еще раз мы вам вас позовем на Zoom. Хорошо. До Спасибо. Всем до свидания. свидания, Спасибо. друзья. Всем удачи. Удачи. Спасибо.